Рабочая поездка временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабирова в Баймакский район продолжается. И мы отправляемся на Таналыкское месторождение рассыпного золота. В рамках лицензии здесь планируют добыть 126 килограммов драгоценного металла. А куда мы приехали, Ради Фаридович? Это вот одно из таких предприятий, которые добывают наши природные ресурсы. Хотели посмотреть, как дела здесь идут. А что здесь за природные ресурсы? Рассыпное золото. Даже так? Государственный балансовый запас. Много богатства у нас. Один из богатств наших – это драгметалл, золото. С учетом 2 участков у нас 76 человек. Но у нас сейчас начало сезона, то есть где-то в разгар сезона будет чуть побольше. Люди устроены официально, налоги платятся. В общем-то, во взаимодействии с администрацией. Зарплаты разные, от 15 до 50, в зависимости, соответственно, от но мы стараемся чуть выше рынка, так, чтобы привлечь. Но если вот 25-30 зарплата водителей, мы даем 30-35. Это золотоприемная касса. Закрыто? Закрыто, да. Так должно быть? Да, режимный объект, потому что здесь производится конечная доводка золота содержащего. Здесь, наверное, журналисты не бывают. Нет, мы не бываем. Вот это самое золото, это уже окончательный этап. Ручная выборка идет более крупного материала золота. Потом Такая все это кропотливая повесить. такая работа, да? Ну, здесь, да, кропотливая работа. Вот у нас посменно все как бы. Сколько добываете? Там буквально прошлый год 18 килограмм. Но на этот год мы планируем увеличить там За счет Кусеева. За счет Кусеева. Кусеева и специалисты серьезные. Золото мы как бы по классам разделяем. Вот есть вот такое вот совершенно тонкое золото. Вот. А это уже как бы магнетит идет. То есть каждый грамм достается на самом деле большими усилиями, большими затратами. И слухи о том, что мы черпаем ведрами из реки золота, сильно преувеличены. Борьба идет за каждый грамм. Вот можно на мониторе показать как бы сам процесс. Так. Значит, вот это у нас первичное. Вот сюда вот, значит, у нас поступает руда, погрузчик вот как бы загружает. Это у нас называется 100, а вот это вот шлюзы. Значит, видите, напором промывается поданный продукт, все делается водой. Здесь, значит, закладываются специальные коврики, дражная сетка, пороги. И как бы золото у нас имеет 19, значит, плотность, да, оно оседает у нас. Согласно. А весь материал у нас проходит. По окончании смены мы останавливаем, снимаем это все, как бы вот то, что здесь накопилось. И вот уже как бы у нас идет доводка. Дальше опять запускается и идет следующая смена. Ну вот здесь вот мы уже получаем именно то, что мы сейчас имеем на столах. Можно вопрос? А как с контролем у вас? С контролем. Да, вот ребята перебирают, могут в карман. Нет. Мы работаем, комиссия как бы не меньше 3 человек. Обычно у нас как бы здесь есть еще охранник. И плюс еще видеонаблюдение, видеокамеры. Я обратил внимание, у вас везде видеонаблюдение, да? Ну что, Ради Фаридович, оказывается, в Башкортостане и золото. Ну, это маленькая артель, в общем-то, по большому счету. У нас есть и крупная промышленная, УГМК добывает золото в гораздо больших объемах. Просто я хотел посмотреть, как вот работает эта артель и насколько здесь нет экологического вреда. Мне сложно сейчас первого, ну, потому что проблемы здесь были, люди жаловались, и вот мы хотели просто посмотреть. Вы там это все установили с экологами, все, тут вопросов не возникает. В инциденте она фанила, как вот по обращению населения, что вот русло реки Таналык запружено и так далее, вот экологический вред. Экологический вред не нанесен. Делали замеры на входе, на выходе. В прошлом году по жалобам жителей прокуратурой была проведена глобальная, все лето была большая проверка, начинала от ГАИ, экологи, Проднадзор, Роспотребнадзор,
серьезных нарушений. То, о чем говорили люди, выявлено не было, потому что мы не используем, у нас вода, песок, никакой химии, поэтому мы стараемся соблюдать природоохранное законодательство. Отбирались пробы воды на входе, на выходе, пробы воды одинаковые. То есть вредного А влияния потом, не оказывает. вот вы этот карьер сколько собираетесь эксплуатировать? Вот насколько вам его? Ну, наверное, еще год этот и будущий год. У них лицензия по 21 год. И потом рекультивация. Рекультивация, да. Ну, мы рекультивацию делаем, опять же, по просьбам жителей, по просьбе администрации. Значит, вот по дороге вы будете проезжать, вы увидите, мы те отработанные на сегодняшний день, которые мы не будем использовать в качестве водоемов, мы их рекультивируем сейчас. Ладно, удачи. Да, Всего спасибо. доброго. Вам удачи. Спасибо, что вместили. До свидания. Ради Хабиров едет дальше, на улицу Юбилейную Баймаки. 17 лет назад там начали строить здание под так называемый «Дом правосудия». Но в 2005 году все работы прекратились, и объект не сдали в эксплуатацию. В свое время было выкуплено здание для этой службы, отдельно стоящее. Необходимость в этом здании отпала. На федеральные деньги строилось, нет? Здесь заказчиком был РУКС, Республиканское управление капитального строительства. И освоение вот шло по линии РУКСа. Ну, на сегодняшний день хотели бы вот это здание перепрофилировать под нужды дополнительного образования. То Слово «кванториум» как раз это характерно для этого. Значит, станции, как я говорил, станция юных натуралистов, у нас сейчас ютятся в подвале, станция юных техников в подвале, центр детского творчества, где растем мы своих танцоров. И тогда, да, тоже в подвале занимаемся. 4-я школа вот здесь у нас есть. На проектирование. А для этого вот на проектирование мы сейчас подсчитали 7 миллионов 300 с лишним тысяч рублей нам денег необходимо было. Значит, если в этом году мы завершили бы проектные работы, определились бы с необходимой суммой, которая нам необходима для того, чтобы завершить это здание, на следующий год можно было бы его уже пытаться. Да. 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 В 2020 году мы Примерно вот есть понимание, какой объем денег вот не прикидывали? Перепланировку стен нужно будет делать. Поэтому мы пока, не имея проект перепрофилирования, мы не можем сказать. Давайте тогда сделаем так, что мы деньги на проектирование вам дадим в этом году, а вам будет поручение совместно с нашим, соответственно, госстроем, чтобы вы за этот год успели, соответственно, проект сделать. Успели? Хорошо, хорошо. Хорошая история, конечно. Хорошо. Братья Фрич, вот так бывает, строили, и теперь оказалось... Так, знаете, я не скажу, что такое массово, но таких случаев много. Много по стране, много и у нас. Вот поэтому нам иногда, когда мы принимаем решение о строительстве новых объектов, надо посмотреть, может быть, еще можно реанимировать то, что есть, это все равно выгоднее. Здесь основные стены есть, фундамент есть, внутреннюю перепланировку сделать и отдать через пару лет, через 1,5 года детям. Вы приняли решение выделить средства Выделить на проектирование. На проектирование. Еще один долгострой в Баймакском районе – стадион «Труд». Его начали возводить 6 лет назад, но в эксплуатацию помещения под трибунами так и не ввели. Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров отправляется на этот объект. Стадион, у нас на этом месте был все постоянный стадион. И в 2014 году было принято решение реконструировать этот стадион, реконструировать это поле. Всего территория занимает 2 гектара. Совместно сделали вот это вот детские площадки игровые, там само поле с искусственным вот этим озеленением. И здание вот этого построили. Но здание немножечко у нас оказалось неудачным. В каком отношении? То, что его построили, и что у нас это вот, атмосферные осадки сейчас попадают вот на вот эту площадку, особенно когда косой дождь идет. Вся вот эта влага, она насквозь. В связи с этим получилось так, что невозможно было использовать это помещение, которое внутри. А поле в каком состоянии? Я так понимаю, это мягкая дорожка беговая, да? Да, беговая. Ну, поле используется сегодня, на сегодняшний день оно нормально. В эксплуатацию не сдавался объект. Он в 2015 году акты ввода в эксплуатацию подписаны. Ни одного дня она не функционировала. То есть построили здесь, не занимались ни дети, ни Нет, взрослые? практически нет. Вот. 80 миллионов бухали, вот здесь. Да. Ой-ой-ой.
Здесь вот можно и секции, да, и эти Здесь строения. всё можно, Ну тут сколько тысяч квадратных метров? Тут где-то 1000 есть, наверное? 2000 с лишним. Вот что сюда можно, все равно двигаться сюда. А зимой что здесь? Просто вот, бегает, Да, бегает, занимается, да. Особенно наши пенсионеры, скандинавская ходьба здесь, конечно. А так покрытие вот такое у вас, да? Да. Вы тогда будете, там надо проект сразу включить, благоустройство территории прилежащей. Ладно? Обязательно. Чтобы... Хорошо. Ну все, тогда получается по этой теме нам понятно. Да. Ага. А что понятно, Радифович? Ну вот объект 5 лет его сделали, не сдали в эксплуатацию. Суды с подрядчиком, непонятная история, тоже будем разбираться. Но его надо сейчас перепланировать, вернее перепроектировать, доделать по уму и, соответственно, отдать детям опять же. 5 лет стоит объект. 5 лет. Ни разу не работал. Первый этап это тоже проектирование. Проектирование, да, вот мы договорились, что 2 объекта, вот конториум и вот этот объект, до момента, когда они закончат, приходит глава ко мне, и мы обсуждаем этапы финансирования уже стройки. Спасибо. Баймакский литейно-механический завод – одно из градообразующих и старейших предприятий района. Там выпускают насосы, агрегаты, запчасти и детали из стали и износостойкого чугуна. Есть и проблемы. Не хватает рынка сбыта. Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров в рамках рабочей поездки в Баймакский район отправляется и на это предприятие. Мы являемся одним из основных предприятий Баймакского района. Работает у нас 450 человек. Объем выручки за прошлый год составил 500 миллионов рублей, без учета НДС. Как бы на месте не стоим, развиваемся, строим новые цеха. Буквально за последние 9 лет, то, что мы приобрели завод, уже вложили более 300 миллионов рублей. Вот планы очень большие, серьезные, грандиозные. У вас непростая ведь судьба, вы тяжело шли. Да. Ну, как и все предприятия. Банкротство, да, порядка. Я помню, еще сам занимался. Сейчас нормально устаканился. Да, ну как бы да уже. То есть собственник есть. Понимание, куда двигаться, да? Да, это у нас одно из основных структурных подразделений. Да, нет, мы все покажем. Да, то есть все начинается с получения модели. Да. То есть получается, приходит заказ, делаем чертежи, изготавливаем модели. Вот эту модель делаете, потом... И потом в литейный цех. Вот, и на основе этой модели получается уже готовый литье. Это вот ваши продукты? Да, это все наше тоже. То есть это сейчас эскизируем и делаем черпак. Это золотари обратились. Надо аналогично такое же сделать. То есть уже переходим уже, то есть от ручного. То есть программа пишется, станок работает. За эти 5-6 лет еще ни разу не подводил. Вот и получается готовая модель. Программа сразу указывает количество времени, сколько будет работать. То есть прямо расписано по минутам техпроцесс. И планы хотим еще привести еще один такой же. Идемте дальше. То есть сейчас дальше проходим, то есть модели получили. И в рамках тоже как бы развития завода, когда приобрели в 2009 году, ниже, построили цех. Сейчас мы зайдем, он называется участок стального литья. То есть в структуре завода 2 цеха. Один чугунный литье, другой стальное литье. И мы, самое главное, что планировали это строительство цеха стального, именно вы даже не понимаете под структуру УГНК. Медиаплавильный завод то есть, был основан в 1913 году. Вот. А до этого он был как бы Баймакский медиаплавильный комбинат. И в 1957 году, когда руды истощились, было принято решение то есть, превратить в механический завод. Это у нас Амошевский, начальник цеха. Наши, как говорится, золотые кадры. Вот и получаем уже готовую модель. Это готовая, да? Да, Это готово. модельная оснастка, по которой в будущем получаем отливку. Вот то, что на концерте Это формуется, вот, затем заливается и получаем отливку. На обработку получаем вставлено к отливку. насосу. Вот это вся модельная оснастка. Это часть. Это часть. А у нас более 6 тысяч наименований. То есть, представляете, получается около 6 тысяч моделей.
такие крупные объекты. Это очень крупно, у нас есть намного интересно. Да, это просто то, что все производство. Самое тяжелое в том. Но самое тяжелое у нас, ну вот здесь вот можно посмотреть, вот половинки четырехтысячника, вот они. Значит, это нижняя Пятитонный часть. Купили к этому, то есть к этому цеху купили вот английскую линию. А, это залили, видимо. Это вот опока уже, да. Вот эти вот опоки, вот они ночью заливались. И сейчас, как грубо Это говоря, форма, это металл остывает, да? Да, это остывает металл. Это он так долго получается, да? В зависимости от конструкции отливки и в зависимости от ее веса и по времени заливки. Цикл, да. Такой технологический. стоит английский смеситель производительностью 30 тонн можно в час. Представляете, то есть, по идее, это можно вес выйти на такие объемы, что ну, в разы точно можно поднять все. Хватает? Да, хватает. Нам побольше бы еще заказов, объемов. Вот. Ну, говоря, то есть мы получили, залили, и идем в некоторых дородных достояниях тысяч. Обрабатывается очень долго и очень тяжело. Да? Да, потому что кто особо раз к нам приезжали, то учиться. Мы, конечно, совета не рассказываем, как можно обрабатывать. Это чугун, да? Да, это есть ЧК, хромистый чугун. Содержание 28 хрома и никеля 2%. Все-таки литейное производство, оно такое сложное. Вот у вас специалисты откуда приходят? Мы специалисты, во-первых, большая проблема в Баймакском районе, что нету колледжев, там, техникумов, профтехобразований, которые готовят токарей, фрезеровщиков. Мы готовим сами. Берем учениками, грубо говоря, там 3-6 месяцев. Из 5 остается в лучшем случае 1, у кого-то не получается. И столяров то же самое. То есть парней молодых берем с армии, мы готовим. Есть программа наставничества, бригадирства, все это есть, все это работает. Наставничество здорово, конечно, Да? здесь на заводе. Да. Сохранили добрые советские традиции. Сколько? 450? 450 человек. Отлично. Да. Это самое большое, наверное, Баймакское. Да, градообразующее предприятие. Это у нас лидер профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации Семерякова Любовь Анатольевна. Семерякова Любовь Анатольевна. Мы очень чтим наших ветеранов. И вот в память о воинах, которые не вернулись с фронта, и которые вернулись, создан мемориал памяти. Вот практически вот это все наши ветераны, 200 человек. Все фотографии, дети, когда студенты приходят, находят своих родственников, кто-то находит дедушек, бабушек. Таких вот книг, в общем-то, в районе, наверное, в городе очень мало. Молодцы, что сохраняете. В первой половине июля вас пригласили на инвестчас. Вы знаете, как первое, предложите ваши мероприятия, как вы видите, чем мы можем. Так? Мы сами вам там предложим. И плюс сразу за это время уже я попрошу провести переговоры с УГМК и другими предприятиями на предмет. И вот все-таки я прям градообразующее предприятие. Вот вы сами-то бьетесь, у нас есть очень много инструментов поддержки. И мы заслушаем просто, вот, что вот, сразу там примем решение, чем мы вам можем помочь. Спасибо большое, огромное. Вам спасибо. Приятно было Успехов. видеть. Да, взаимно. Приезжайте к нам Спасибо. чаще. Конечно. Всего хорошего, Всего хорошего. Спасибо. Семеновский рудник – еще один объект рабочей поездки временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабирова по Баймакскому району. Здесь открытым методом добывают руды драгоценных металлов – золото и серебро. Вот здесь у нас южный карьер, он небольшой, там где-то около 1 миллиона кубов, но мы продолжаем работать. Вот этот северный карьер, он заканчивает в 22 году, в начале 22 года. Все же истощился? Нет, дело в том, что это первое рудное тело мы отрабатываем, а вот тот карьер его догонит, у него будет 150 метров, а южная часть будет 300 метров глубина. С 27 года планируется строительство подземного рудника. Открытые горные работы где-то до 32-33 года, подземные работы до 45 года планируется. Фабрика на 900 тысяч тонн. Почему своя фабрика? Потому что сегодня золото мы берем всего 50%. Технология Башмеди, технология Сибая не позволяет золото извлекать. Мы планируем фабрику с гидрометаллургией хвоста флотации. То есть получать до 90% извлечения золота. До сегодняшних 50%.
А при таких содержаниях, ну, просто кощунство терять. Сейчас богатую руду мы грузим металлургам напрямую. Условия неплохие, хорошие там. Вот. Ну, в общей сложности на сегодня 3 лицензии, это 35 лет работы. Работает народ в основном, ну, 95% работают местно, я имею в виду вместе с Сибайским. Средняя зарплата у нас где-то 48. Ну, что вот, мужики работают, да. Техника в основном. Вот один водитель сколько рейсов вот за смену делает? Ну, смотря какая длина откатки, где-то от 30 до 46 рейсов, да. А фабрика локализация где будет примерно? Вот за этим лесом, большая площадь, там у нас рудный склад уже где-то порядка 400 тысяч тонн. Уже заготовили, которые можно перерабатывать. Да. Вот это халькоперит, это медь. Это медь, да? Да. Вот, здесь цинк, ну, вот то, что темное такое, с холеритом. А драги все сидят в халькоперите, в цинке. Позвольте вопрос. Да? А что дальше с этими камнями происходит? Это везем на обогатительную фабрику, получаем медный концентрат и цинковый концентрат. Медный концентрат грузим металлургам на Медногорск для получения черновой меди, а цинковый на Челябинский цинковый завод. А какова концентрация полезных металлов? Здесь порядка где-то 1,5% меди, колеблется от 0,7 до 1,5% меди, цинка около 2. Ну, все промышленное содержание неплохое. Этот карьер уйдет под хвостохранилище, тоже будет заполняться. Максимально как бы под рекультивацию, чтобы минимум занимать земель. Все. Ну так вообще настроение как у вас? Да ну что, работаем. Нормально, да? Да, нормально. Нормально. Цена-то самая лучшая. Да? Помогаете? Ну, помогаем, они нам помогают, мы им помогаем. Ну, все делаем. Поселку помогаем. Тут, ну, у нас общие как бы вопросы. Там, зимой там дороги, ну, там прошкрябать эту дорогу, потом воду делаем. Ну, и вода, и нам нужна в том числе. Всем, по мере возможности. Рад видеть. Ну, поработаем. Ладно, спасибо. Ральф Фрич, как оцениваете визит сюда на карьер? Ну, вы знаете, я просто хотел посмотреть. Я не был на этом карьере. Дело в том, что руководство карьера у нас было на нашем инвестчасе, и там ряд вопросов было, они нам поставили. Потому что они хотят вкладываться, инвестировать, обогатительную фабрику строить здесь. Вот поэтому было 2 вопроса. Это юридический вопрос перевод земель, где они планируют, соответственно, локализовать предприятие, и энергомощности. Вот у нас вот сегодня я пришел уточнить, как. Все у нас, дела все двигаются потихонечку. Поэтому нормально, предприятие работает. Вот глава хвалит, что они и социальную ответственность понимают. Опять же, ну, рабочие места для баймаксов, для жителей Зауралья. Можно вопрос от имени жителей? Вот что потом будет здесь на месте разработки? Рекультивация. Вот мы об этом и глава на контроле будет держать обязательно рекультивация, чтобы у нас вот это все не оставалось, как это вот. И чтобы мы не получили повторение Сибая, в том числе. Это все примерно вот та история может быть. Поэтому здесь за этим будем внимательно смотреть. Ну и в целом визит в Баймакский район. Мне понравился. Я, знаете, вот, ну, во-первых, все-таки был Сабантуй. Но, знаете, это большая роскошь проезжать только ради Сабантуя по времени, поэтому мы прошли по объекту. Что меня, я в прошлый раз, видимо, такая была насыщенная поездка, но вот эти 2 объекта, которые стоят там по 10, по 5 лет, и особенно объект вот спортивный, который вызывает у меня вопросы, мы подключимся. Да. Все, это уже решенный вопрос, я поручение дал и так далее. И второе, что мне очень... Я знаю судьбу Баймакского литейно-механического завода. 2010 год, до этого, вернее, 2006, 2005, 2007 я еще сам занимался. Вот поэтому вот мы договорились, что они подготовят программу развития дальнейшего. Им нужны источники сбыта своей продукции. Вот с главой они приедут к нам на инвестчас в начале июля. В первой половине мы посмотрим, что они пусть нам расскажут, что они хотят от нас, а мы весь наш инструментарий предоставим. И плюс, конечно, я уже дал поручение, соответственно, нашим коллегам в правительстве провести переговоры с УГМК на предмет все-таки, чтобы УГМК открыла двери к себе, чтобы наши могли коллеги поставлять для УГМК. Тогда это вообще абсолютно хорошая перспектива будет Баймакского завода.
Поэтому мы так, у меня хорошее настроение, коллектив у главы работает, видно, что люди понимают свои задачи и стараются. Мне это приятно слышать, и вот я с спокойным сердцем уезжаю. Домой? Домой, все.